любого бизнеса это вопрос номер один, как добиться роста производства, не наращивая его издержки. Одну из лучших, наиболее эффективных стратегий предложила в свое время корпорация Toyota. Ильшат Фардиев ознакомился с этой концепцией четкой организации на производстве, еще будучи министром энергетики Татарстана. Тогда же и зародился замысел применить эти принципы в республиканской энергосистеме. При этом опыта такого не имелось. Без сложностей, конечно, не обошлось. Первое знакомство с японскими стандартами и первый неофициальный аудит стали, как говорится, холодным душем. Одна из крупнейших электросетевых компаний России, которая всегда была на хорошем счету, в 2012 году получила оценку 1,23 балла. Аудит проходил на базе нижнекамских и набережно-челнинских сетей. Что такое 1,23 балла? Чтобы было понятно, оценка проставляется японскими экспертами по 5-бальной шкале. Очень высокий бронзовый уровень присваивается с оценкой от 3 до 3,5 баллов. От 3,5 до 4 – серебряный уровень, выше 4 – золотой уровень. Понятное дело, таких энергетических компаний в России не было и нет до сих пор. Сетевой компании предстояло стать пионером, первооткрывателем этого направления. Что реально изменилось в работе филиалов компании? Как на практике работает система бережливого производства в энергетике? Один из самых наглядных примеров хранения инструментов и материалов. Сейчас во всех без исключения филиалах и подразделениях сетевой компании хранение организовано в соответствии с требованиями системы 5С. Сортировка, содержание в чистоте, соблюдение порядка, стандартизация, совершенствование. 5С, да, то есть мы очень любим правильно хранить свои вещи. Есть такой принцип, когда 21 раз делаешь одну и ту же работу, это входит в привычку. Вот принцип 5С у нас в компании уже вошел в привычку, и мы храним наши инструменты, приспособления, даже канцелярские товары в том месте, где изначально запланировали. То есть у нас есть стандарты рабочего места. Другой краеугольный камень системы бережливого производства – это так называемый кайдзен, то есть предложения, направленные на улучшение, в том числе и прежде всего за счет вовлечения самих сотрудников предприятия. А кто, как не они, сами работники лучше знают и понимают, что нужно для оптимизации производства. В сетевой компании такие вот кайдзен-предложения подают все, от рядового электромонтера до генерального директора. Это может быть какой-нибудь новый вариант траверса из диэлектрического материала с зажимами для фиксации проводов. Удобная раскладка инструментов в бригадном автомобиле. Раздвижной столик в машине. Да все что угодно, от универсального ключа, насоса, чтобы налить масло в емкость, интересных IT-решений и стенда для проведения механических испытаний. Все эта аналитика дает потом возможность приобрести и изобрести некоторые маленькие такие инструменты, которые под рукой всегда есть. С собой берет, любому, значит, или он на ремень его положит, или, значит, сумочки возьмет, или, значит, есть специальные, значит, подъемники есть место, которые инструмент. В любой момент он не надо спускаться, он уже под рукой не только меняет одну работу, он может все визуально посмотреть, все инструменты с собой, которые он сам же придумал абсолютно. Для улучшения качества, понимаете, работы, для того, чтобы нам самим было удобно работать, вот, это нужно было внедрить, и это применяется сейчас, да, у нас в сетевой компании. Очень здорово. И, конечно же, да, поощряют. Уровень развития в компании системы бережливого производства, который мы называем энергией, да, оценивается у нас двумя показателями. Первый показатель – это уровень вовлеченности персонала, который составляет у нас около 93%. КПД бережливого производства составляет 350 миллионов. Зачастую как бывает, работник говорит: я буду выполнять свою работу так, как мне сказали. Как ее сделать лучше, пусть думает начальство. У нас в компании не так. У нас каждый работник, начиная от электромонтера, заканчивая генеральным директором, каждый на своем месте думает, как сделать свою работу лучше. И в результате этого мы получаем синергетический эффект. Быть активнее значит быть эффективнее, успешнее. Сейчас между филиалами сетевой компании развернута по-настоящему здоровая конкуренция. Кто больше, кто лучше. Оценивается и количество, и качество рационализаторских предложений. Есть и такие уникумы, как старший мастер Мамадышского РЭС Владислав Чернов. На его счету только в этом году аж 65 кайдзен-предложений, которые он сделал самостоятельно. Еще несколько десятков предложений по улучшению были внесены в соавторстве с другими коллегами. Таким образом, всего 103 предложения, как сделать работу лучше, удобнее, эффективнее. Работаешь и думаешь, можно же сделать лучше, быстрее, чтобы было намного, и, соответственно, безопаснее.
Итоги подводятся ежегодно. В ходе конкурса, а лучших торжественно награждают на регулярно организуемых совещаниях в филиалах с участием генерального директора Ильшата Фардиева. Кстати, именно он предложил создать в компании «Фабрику идей», площадку, с помощью которой самые лучшие опыты и знания будут распространяться по всей компании. Инициатива прозвучала на одном из совещаний, где участники знакомились с кулибинами и их разработками. Теперь это уже традиция. Важно, что этот обмен опытом и лучшими практиками идет на пользу всем филиалам, а значит и компании в целом. Айрат Самигуллин, один из самых вовлеченных руководителей филиалов компании, с начала года подал и реализовал 52 кайдзен-предложения. Настоящий лидер не только на словах, но и на деле. Коэффициент внедрения он очень высокий, практически до 100% доходит. И есть такой процесс тиражирования. То есть идеи, которые поданы работниками одного филиала, моментально практически тиражируются на остальные. В этом году в течение нескольких дней эксперты Toyota Engineering Corporation проводили тщательный аудит сетевой компании. В этот раз объектом для беспристрастного изучения стали подразделения и службы елабужских электрических сетей. Это был очень подходящий выбор в том плане, что эксперты смогли увидеть и оценить все аспекты работы компании от передачи электрической энергии, технологического присоединения до работы с потребителями. В онлайн-режиме в аудите участвовали президент Toyota Engineering Corporation Тасио Харикири, а также директор ОНО «Центр Кайдзен» Алексей Суханов. Чуть позже был озвучен вердикт. Ура! Оценка соответствия производственной системы энергии принципам системы Toyota составила 3,45 балла. Результат великолепный. Бронза взята. Почти серебро. До серебряного уровня не хватило всего ничего, 0,05 балла. Таким образом, АО «Сетевая компания» стала единственной в мире электросетевой компанией, имеющей такую награду. Это очень высокая оценка. Это каждодневная работа, ежедневная работа каждого сотрудника, который улучшает свое рабочее место. Это эффективность, это качество, это безопасность в первую очередь. Планка, которая еще лет 5 назад казалась заоблачной, взята. Как это стало возможным? У татар говорят «Тарашкан табар, ташка кадак кагар». В переводе «кто старается, тот найдет и в камень гвоздь забьет». Поэтому останавливаться на достигнутом в сетевой компании не собираются. Следующий уровень как минимум серебряный или золотой. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Владислав Поташников. 7 дней.